В эфире программа «Актуальное интервью». В студии работает Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Конституция Российской Федерации закрепляет право каждого на жилище, постоянно пользоваться жилищным помещением, возможность улучшения жилищных условий, право на беспрепятственное и свободное осуществление жилищных прав. О защите прокурором с жилищных прав мы сегодня поговорим. Наша гостья в студии Ирина Чаркова, прокурор отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе. Ирина Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. В каких случаях собственник может утратить право пользования жильем? Собственник может утратить право собственности жилым помещением в случае изъятия земельного участка, на котором расположено жилое помещение либо многоквартирный дом для государственных или муниципальных нужд. Под государственными или муниципальными нуждами понимается потребность Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, связанные с обстоятельствами, установленными федеральными законами или законами субъекта Российской Федерации, связанные удовлетворение которых невозможно без изъятия земельного участка. Например, выполнение международных обязательств Российской Федерации, также в случае размещения объектов государственного или муниципального значения, в случае невозможности иных вариантов их размещения, а также в случае застройки в соответствии с генеральными планами городских сельских поселений. Такие исковые заявления предъявляются, как правило, органам местного самоуправления, которые реализуют программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда и сноса этого фонда. А вот какова процедура изъятия жилого помещения? Да, перед изъятием жилого помещения для государственных и муниципальных нужд необходимо соблюсти определенную процедуру, которая регламентируется Жилищным кодексом Российской Федерации, согласно которой, прежде всего, собственнику необходимо направить уведомление о принятом органом государственной власти или органом местного самоуправления решение об изъятии земельного участка для государственных и муниципальных нужд. Кроме того, собственнику жилого помещения направляется проект письменного соглашения об изъятии земельного участка для государственных и муниципальных нужд. Орган местного самоуправления вправе предъявить иск об изъятии земельного участка для государственных и муниципальных нужд в суд только по истечении 3 месяцев после направления и вручения собственнику жилого помещения проекта соглашения об изъятии земельного участка для государственных и муниципальных нужд. В каком случае человек может не согласиться с таким решением? Гражданин может не согласиться с решением об изъятии земельного участка для государственных и муниципальных нужд и в случае, если ему предоставляется жилое помещение, которое несоразмерно площади ранее занимаемым им жилого помещения. Также в случае, если ему предоставляется неблагоустроенное жилое помещение, а также в случае, если вновь предоставляемое жилое помещение расположено за пределами территории муниципального образования населенного пункта, где он проживал. А вот какие есть особенности рассмотрения вот по таким делам, спорам, какие-то вот, что можно отметить, что часто встречаются, интересуются люди? Да, при рассмотрении таких дел в судах, помимо того, что суд обязательно проверяет процедуру, предшествующую изъятию земельного участка, также суды проверяют о том, правильно ли решен вопрос о рыночной стоимости жилого помещения. Дело в том, что согласно действующему жилищному законодательству в рыночную стоимость жилого помещения включаются также такие расходы, как стоимость земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом. Также включается, исходя из доли в праве собственности, общей долевой собственности собственника. Также включаются убытки, которые понесет собственник жилого помещения в связи с изъятием жилого помещения. К ним необходимо отнести следующие расходы. Это расходы, связанные с временным проживанием собственника в другом жилом помещении. Также расходы, связанные с поиском нового жилого помещения до оформления права собственности. Также относятся убытки, в том числе упущенная выгода, в связи с тем, что в случае, если собственник прекращает свои обязательства перед третьими лицами. А вот можете привести пример вот изъятия жилого помещения? Да, зачастую судами рассматриваются такие дела, и выясняется о том, что суды первой инстанции при рассмотрении таких дел неправильно определяют выкупную стоимость жилого помещения. То есть не включают, допустим, расходы, которые понесет собственник в случае изъятия у него жилого помещения. Вот сейчас тоже очень актуальная тема, да, вот Ленинский мост строится, там тоже вот очень много таких вопросов поднималось. Есть ли из тех жителей, возможно, кто-то обращался к вам? Нет, обращений не было. А в каких случаях выселяют граждан, не являющихся собственниками жилья? Лица, не являющиеся собственниками жилых помещений, могут быть выселены в следующих случаях. Например, по иску собственника в случае, если прежний владелец и члены семьи бывшего владельца
не выселяются из жилого помещения и не снимаются с учета. В таких случаях указанные лица должны иметь в виду, что в случае удовлетворения иска собственника о снятии их с учета и выселения на них судом могут быть возложены обязанность оплатить судебные расходы, понесенные истцом, на оплату услуг представителя, а также на оплату государственной пошлины. Также могут быть выселены и сняты с учета по иску собственника бывшие члены семьи собственника жилого помещения в случае истечения срока, который представлялся судом для временного проживания в этом жилом помещении. А также утрачивается право пользования жилым помещением по договору социального найма нанимателем жилого помещения в случае, если он добровольно выехал в другой адрес. И вот немного подробнее расскажите, в чем особенности решения подобных дел. Также вы можете привести примеры тоже для показательности. Да, судами республики рассматривается значительное количество таких дел. И, как правило, в случае прекращения семейных отношений собственник, бывший собственник, член семьи собственника жилого помещения утрачивает право пользоваться жилым помещением. То есть он не имеет права пользоваться данным жилым помещением и обязан выселиться из указанного жилого помещения. При этом суд вправе рассмотреть вопрос о предоставлении бывшему члену семьи собственника определенного времени, периода времени, в течение которого он имеет право пользоваться таким жилым помещением. Возможно ли выселить собственника жилого помещения? Да, собственник жилого помещения может быть выселен в случае, если он использует жилое помещение не по назначению, также систематически нарушает права и законные интересы соседей, также производит действия, которые способствуют разрушению жилого помещения. В этих случаях он может быть выселен, но при этом орган местного самоуправления должен вначале предупредить собственника о недопустимости такого отношения к жилому помещению и необходимости прекратить такие противоправные действия. Ну что вы можете посоветовать гражданам, чтобы не попадать в подобные ситуации? Для того, чтобы не попадать в такие ситуации, я рекомендую гражданам, для того, чтобы не стать стороной гражданского дела, я рекомендую своевременно оплачивать коммунальные услуги. Также рекомендую в случае продажи жилого помещения своевременно принимать меры к снятию с учета, для того, чтобы в дальнейшем судом на них не возлагалась обязанность по оплате судебных расходов, по оплате услуг представителя, а также государственной пошлины. Ну что ж, и вот с какими вопросами чаще всего проблемы все-таки встречаются? Проблемные вопросы? Да, что можно вот сейчас имеем возможность разъяснить, рассказать, потому что мало кто осведомлен, да, о правах своих. Ну, в первую очередь к нам обращаются граждане по делам, связанным с жилищными спорами, в которых они выражают свое несогласие с исками, которые предъявляются органам местного самоуправления об изъятии жилых помещений для муниципальных нужд. Они выражают несогласие с размером возмещения, которое предлагает орган местного самоуправления. Также они полагают о том, что нарушается процедура, предшествующая изъятию жилых помещений, а также иные нарушения. Но все эти дела, в первую очередь, рассматриваются в судах, и по таким категориям дел прокурор обязательно участвует согласно требованиям действующего гражданского процессуального законодательства. Мы привлекаемся к участию в делах и заблаговременно изучаем данные материалы гражданских дел и формируем свою правовую позицию, исходя из фактических обстоятельств по делам. Ну что ж, Ирина Сергеевна, спасибо, что вы уделили время и ответили на наши вопросы. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.